Вы сообщили о том, что срок следствия по делу продлен до 25 августа. Сегодня будут суды, где будут продлевать меру пресечения украинским морякам. Ну, наверное, не стоит сомневаться, что это произойдет. А вопрос у меня такой. Есть ли действительно объективные причины продлевать следствие именно до 25 августа? Или это процесс по затягиванию, чтобы не освободить их, ну, скажем так, до голосования во втором туре? Для меня совершенно очевидно, что все-таки и следствие, и суды, они следуют именно в кильваторе принятия политических решений. И понятно, что сейчас Путин не собирается освобождать моряков. Он ждет как минимум результатов выборов президентских, а скорее всего все эти действия активизируются ближе к выборам парламентским. Но есть и формальные причины для продления срока следствия. Было назначено ряд экспертиз по этому делу. Не все экспертные заключения еще готовы. И для того, чтобы подготовить эти экспертные заключения, для того, чтобы завершить следственные действия и передать дело для ознакомления как самим военнопленным, так и их адвокатам, конечно, потребуется какое-то время. Следствие закладывает в себе такой временной лаг дополнительный. Но я думаю, что, скорее всего, летом мы уже перейдем к стадии ознакомления с материалами дела. А в чем, что за экспертизы, можете уточнить? Уточните, пожалуйста. Назначены технические экспертизы, баллистические, взрывотехнические. Проведена психолого-психиатрическая экспертиза, и сейчас эксперты готовят заключение. Последняя экспертиза, которая назначена, это экспертиза модулей артиллерийских с катеров Никополь и Бердянск. С постановлением о назначении экспертизы нас ознакомили пока только половину военнопленных. То есть мы ожидаем, что в апреле после суда будут продолжаться следственные действия по ознакомлению военнопленных с назначением этой экспертизы. Все это требует время, и я так полагаю, что до мая, а именно до мая ранее был продлен срок следствия, они просто не успеют получить все необходимые заключения. Дело 24 наших моряков рассмотрит Международный трибунал по морскому праву. Украинский МИД обратился туда к этой судебной инстанции, чтобы та приняла меры принуждения к российской стороне. А президент Петр Порошенко заявил, что надеется, что уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли. А действия самой России будут признаны неправомерными. Вы разделяете такой оптимизм Петра Порошенко? Ну, насколько мне известно, Международный трибунал ООН по морскому праву достаточно быстро и оперативно рассматривает те дела, которые к ним поступают. Другой вопрос, будет ли российские власти выполнять это решение. Мы знаем, что 2 года назад Международный суд ООН вынес решение промежуточное о нарушении российскими властями Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и обязал Россию не препятствовать деятельности межлиса крымско-татарского народа на территории оккупированного Крыма в том числе, и российские власти до сих пор не выполняют это решение. Но с другой стороны, вот такие решения международных судов, они, безусловно, будут являться в том числе основой для использования более действенных политических инструментов, таких как соответствующие резолюции международных организаций, национальных парламентов и, возможно, какие-то санкционные инструменты. Ну, Россия уже заявила, что трибунал по морскому праву не имеет права вмешиваться в рассмотрение этого дела, потому что существуют какие-то особые договоренности, которые подписывала еще Украина с Россией до аннексии. И поэтому решение, у них какие-то особые соглашения по Черному морю, где полномочия трибунала не распространяются. Поэтому, если рассчитывать на освобождение моряков, то благодаря каким факторам? Нет, совершенно очевидно, что единственный путь освобождения военнопленных – это принятие Кремлем соответствующего политического решения. Наша стратегия защиты и освобождения военнопленных, она базируется на
применении юридических инструментов, но в то же время в рамках этой стратегии используются и политические, и дипломатические инструменты, задача которых сформировать наиболее благоприятную атмосферу для принятия такого политического решения. И учитывая тот факт, что все-таки и статус военнопленных признан ООН в отношении этих моряков, и недавно их посещал комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, и вроде